Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Allah da lehte bol, ve nokçu onu делается маршрутцы дигмелдов, что он делает. Сегодня я буду говорить на русском языке исторические события чеченского народа, который защищает свою свободу и независимость вот уже более 400 лет, ведет войну, неравную войну с Российской империей, империей зла. Это война бесстрашная, которая уничтожает массовыми убийствами, пытками, страшными военными преступлениями более уже 400 лет над чеченским народом. Происходит это беззаконие, военные преступления. Сегодня чеченский народ не только защищает свою свободу и независимость, а защищает свободу и независимость всего мирового сообщества. И неоднократно мы это заявляли, мы неоднократно, это уже более 400 лет мы это заявляем, говорим всему мировому сообществу, что чеченский народ стоит на передовом рубеже перед мировым сообществом именно против вот этой Российской империи зла, который в любой момент после уничтожения чеченского народа перекинется на мировое сообщество. То, что и происходит сегодня. Сегодня весь мир действительно увидел настоящую агрессию, настоящую беспощадную, кровожадную, страшную опасность от Российской империи, империи зла для всего мирового сообщества. И в конце концов сегодня сплотились против этой хищной звери, которые не насытятся кровью той кровожадной, которая поглощает государство за государством, государство за государством, и будет делать это до тех пор, пока мы не уничтожим и не освободимся от этой империи зла. И для этого, я верю, сегодня настало время, мы все, мировое сообщество, чеченцы, кавказцы, Кавказ, Чечня, весь мировое сообщество вместе станем и защитим наш мир, свободу, независимость, законы, порядки, международные права человека, которые мы отстаиваем уже 400 лет. Поднятое знамя чеченским народом – это знамя свободы и независимого мирового сообщества. Это 400-летняя борьба. Но сегодня только мир смогли понять и увидеть. Вот. Поэтому эти страшные преступления, они безнаказанно уйдут. Настало время и настанет в ближайшее время, как распадет эта Российская империя, империя зла, совершившие эти страшные военные преступления над чеченским народом, над мировым сообществом, предстанут перед мировым сообществом, Гаагским военным судом, Гаагским военным трибуналом, и будут наказаны по всей строгости и нанесут наказание за все содеянные, совершенные военные преступления. И мы должны этого добиваться. Почему? Это сегодня, потому что мир стоим перед Третьей мировой войны атомной, страшной. И все это руководство государства понимает прекрасно, какая это угроза. Чеченский народ 400 лет над собой испытывает эти страшные, именно в заложниках у этой империи воюет и защищает эти интересы. Сегодня чеченский народ
настолько пострадала, настолько над собой эту тиранию, эту огромную кровожадную машину, которая столько войн перенесла, столько беззакония, столько пыток, убийств массовых. Вот. Последние две войны, которые происходили на территории Чеченской Республики Ичкерия, нанеся массовые ковровые, воздушные удары со всеми видами оружия, стреляя с земли, дома, села, города. Убито 350 тысяч ни в чем не повинных чеченских стариков, женщин, детей. 350 тысяч. В наше время перед мировым сообществом, перед всем миром, показывая свою силу, показывая, и именно таким образом Российская империя, пугая всего мирового сообщества, какие они бесстрашные. Но не только 350 тысяч убито чеченского народа, женщин, детей, стариков, также 500 тысяч сегодня ставшими инвалидами, без рук, без ног, разными тяжелыми ранениями стали инвалидами. 500 тысяч старики, женщин, детей. Вот. За это военное, тяжкое военное преступление, иншаллах, с помощью Всевышнего Аллаха, мы вместе, мировое сообщество, не только над чеченским народом, который они совершили преступление, а над всем государством, народами, которые и по сегодняшний день они совершают, они понесут наказание. И эта империя, и российская, эта подлая империя зла распадет на веки веков и никогда больше не будет угрожать нашему миру. Сегодня мы должны понимать, что эта война не с чеченцами только идет, а это война между добром и злом. Это империя зла, которая несет нашему миру, по всем государствам, всем народам, это зло, это убийство, это пытки, эти войны, это угроза для всего мирового сообщества. И мы без всякого сомнения убеждены и верим в Всевышнего Аллаха, и верим, что мы вместе, мировое сообщество, этим добро мы отстоим мы свободу и независимость. Отстоим мы международные права, законы, права международные человека и право самоопределения, которые приняты именно мировым сообществом, Женевским соглашением, которое имеет каждый народ право на право самоопределения. Каждая нация, которая имеет право, а также соблюдение международного права каждого человека, любого на нашей земле. Мы отстоим, мы защитим, и мы должны вместе стать, помогать и быть вместе сегодня над этим решающим этапом и истории нашего мира. Поэтому сегодня мы должны понимать, что чеченцы, чеченский народ имеет огромный опыт, имеет за эти 400 лет, мы стоим передовой, мы знаем, кто такой Россия, что они за воины, что они могут, в принципе, поэтому мы вместе все необходимое, которые для этого от мирового сообщества необходимо оказать чеченскому народу и кавказским народам помощь. Кавказский народ – это народы, которые стремятся к свободе и независимости. Имеет каждый, как определил и как принято мировым сообществом, международным законом, четко, ясно написано, каждый народ и нация имеет право быть независимым государством. И мы этого требуем, соблюдать эти законы,
и чтобы каждый народ, тот, который хочет быть свободным, независимым, получил свою свободу, независимое государство на равном уровне всем мировым сообществам, братстве и дружбе, оказывать друг другу помощи, жили вместе в братстве и дружбе. Иншаллах, мы этого достигнем вместе с мировым сообществом. Мы сегодня должны понимать, мир наш не просто с пустословием. Мир это с глубоким смыслом. Почему? Потому что многие не понимают и не могут различать мир от свободы. Так как мир не может быть на нашей земле без свободы. А настоящий мир это тогда, когда весь мир, вся нация, все народы свободные и живут в братстве и дружбе, имея свои государства, права, традиции, обычаи, вера и все необходимое. И без всякого сомнения мы верим, что мы вместе добьемся этого и уничтожим сегодня, который угрожает всему миру, и распадет эта Российская империя военная, преступная империя зла. Дай Аллах всему человечеству ума, разум, быть в братстве, в дружбе, в достижении свободы и независимости, и законы международные были настолько, то есть справедливые, настолько права человека международные соблюдались, настолько, чтобы государство в действительности не просто люди существовали, а люди действительно жили по-настоящему свободными и независимыми. Я надеюсь, что в ближайшее время мы этого вместе достигнем. Желаю всем удачи, процветания и достижений в добрых делах, больших успехов. Аллах даст эту боль. Бисмиллахи рахмани рахим. Хазби Аллаху ва ни'мал вакил. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Бисмиллахи рахмани рахим. Субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха илляллах, Аллаху акбар. Ва ла хавла ва ла куввата илля биллахи аль-алиyyил азим. Aziz Hakim, Allah da yakın. Allahu Ekber.